день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженным. По данным Управления Роспотребнадзора по республике, за текущие сутки зарегистрировано 99 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице нашей республики таких случаев выявлено 59. Продолжается выявление случаев, 7 случаев выявлено в Мегино-Кангаласском, Вилюйском, Улусах. Также 5 случаев выявлено в Амгинском, Усялданских Улусах. По 3 случая выявлено в Верхневилюйском, Мирнинском и Сунтарском. В Нерингринском, Татинском и Хангаласском выявлено по 2 случая, в Алданском и Жиганском по 1. На настоящий момент необходимо обратить внимание, что все, кто выявленные случаи относятся к категории семейных контактов, и ряд выявленных случаев относятся к корпоративным контактам. За сутки лабораториями учреждений здравоохранения проведено 2895 исследований, и всего с периода пандемии обработано 1 146 503 теста. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, несмотря на то, что в наших районах выявляется небольшое количество случаев новой коронавирусной инфекции, тем не менее необходимо сегодня акцентировать внимание все-таки на наши северные улусы, да, где хорошо идет вакцинация, но на настоящий момент в Якутскую республиканскую клиническую больницу у нас поступила беременная. И еще раз обращаю внимание беременных, что очень важно, чтобы члены семьи ваши сохраняли, непосредственно сохраняли вас, для этого вакцинировались. Беременная из Северного Улуса, и на настоящий момент, конечно же, она получает соответствующее лечение в больницах республиканского характера. На настоящий момент увеличилась нагрузка на санитарную авиацию в республике. Количество вызовов по различным случаям, которые относятся к категории именно сложных, к категории тех, которые должны выполняться санитарной авиацией, увеличилось. В связи с чем еще раз призываем вас на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, независимо от того, в каком бы районе республики, улусе вы не жили, и какое количество случаев не выявлялось бы на вашей территории. На 11 июня 2021 года в республику уже поступило 208 109 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию в республике прошли 183 403 человека. В целом в республике использовано 90% поступившей вакцины. На настоящий момент органами государственной власти, главой республики Саха-Якутия ведется работа по получению дополнительных партий доз вакцины для проведения массовой вакцинации на территории республики. Особое внимание по вакцинации необходимо обратить на районы, в которых у нас намечаются республиканские мероприятия Эссе-Халанхо и Игорь Манчара. Я вновь обращаюсь к гражданам и живущим, и тем, кто будет принимать участие, и гостям мероприятий в Алекминске, в Горном, и, соответственно, вообще любых, даже маленьких мероприятий. Пожалуйста, когда вы идете на общение с людьми, помните, что у вас есть способ защиты, такой как вакцинация. Наши учреждения здравоохранения ждут вас для того, чтобы вместе побороть коронавирус и для того, чтобы как можно больше сохранить население на территории Республики Саха-Якутия. К сожалению, несчастные случаи продолжают фиксироваться на территории нашей республики. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. Вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте, коротко о главном. На особом контроле МЧС природные пожары у 3 населенных пунктов Якутии, где обстановка самая сложная. Особое внимание уделяется программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В Алекминском районе должны сдать 2 жилых дома. В Тампонском районе открылись детские лагеря дневного пребывания. Какие открытия ждут ребятишек в Хандыге этим летом? На особом контроле природные пожары у поселков Хандыга, Маар и Аранастах. Борьбу с огнем ведут пожарные спасатели МЧС России. Потушены отдельные очаги, увеличены минерализованные полосы. За сутки вертолет Ми-8 с водосливным устройством провел 11 сбросов, слито 33 тонны воды.
По данным авиалесоохраны, на территории Якутии действует 28 природных пожаров. За сутки ликвидировано 9. Площадь огня уменьшилась почти на 1000 гектаров. Сражаются с лесными пожарами в регионе более 1100 человек и примерно 180 технических средств. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Вилюйской группе районов, где зарегистрировано 6 крупных очагов на общей площади с момента обнаружения 5117 гектар, в том числе 2 пожара в 5-километровой зоне у населенных пунктов Нюрбинского района. В рамках межведомственного маневрирования сил и средств для тушения природных пожаров на территории региона проводится поэтапное увеличение группировки. А в эти минуты первый зампред правительства Дмитрий Садовников проводит выездное совещание по реализации в Якутске и пригородах федеральной программы БКАТ. В рамках этого мероприятия вице-премьер знакомится с ходом строительных работ. Всего Садовников планирует посетить 7 объектов. Он уже приезжал в село Хатасы, где, по словам подрядчика, ремонт движется согласно графику, отставаний нет. Второй пункт – улица Луговая в Якутске, где ремонтируют 567 метров дорожного полотна. Всего, по словам строителей, финансирование данного объекта составляет порядка 12 миллионов рублей. Работы здесь начаты недавно и завершатся в июле. Такие же работы ведут на улице Широких Полянских. Здесь ремонтируют 215 метров дороги. С июня начались ремонтные работы на улице Халтурина. Помимо этого, Дмитрий Садовников ознакомился с ходом ремонта на объездном шоссе. Ну а в эти минуты первый зампред находится в микрорайоне Марха. Отставания есть, и в прошлом году были, и в этом году есть. Поэтому мы это отражаем в наших отчетах. Строительный контроль, его функция надзорная, она включает в себя информирование заказчика о текущем положении дел в виде отчетов ежемесячных, еженедельных. Поэтому остальные решения – это все за заказчиком. Мы информируем заказчика об отставаниях, о нарушениях. Мы выписываем предписания, но мы не имеем права вмешиваться в производственную деятельность подрядчика. Особое внимание сегодня уделяется исполнению программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В Алекминском районе в текущем году должны быть сданы 2 жилых дома, рассказывает Елена Фаст. На строительной площадке кипит работа. Здесь возводится дом на 64 жилые квартиры. По плану сдача дома до конца текущего 2021 года. На эти дни работает полноценная бригада. Небольшое отставание подрядчик признает. Основная проблема – квалифицированные рабочие руки и рост цен. И если с рабочими вопрос решился, то с ценами сложнее. Идет небольшое запоздание по графике, но я думаю, дополнительные люди у нас появились. Мы выровняемся и сдадим этот объект в срок. Основные проблемы – это проблема из-за ковида с людьми, потому что нам не удалось вовремя завести людей. Потом проблема с оформлением иностранной рабочей силы. Это тоже в этот. Ну и еще большая проблема – это глобальный рост цен на строительные материалы. Например, металл там поднялся в 3 раза, и все остальные материалы тоже подорожали в 2 раза. Конечно, это очень существенно влияет на нас. Проект дома подготовлен в Новосибирске. Мы стараемся учитывать новые тенденции, сохранив качество, говорит подрядчик. Идут работы и еще на одном жилом доме. Здесь подрядчиком выступает компания «Нордстрой». Дома, строящиеся по программе переселения, на особом контроле. Сейчас мы еженедельно выезжаем с мониторингом и контролем хода исполнения. Соответственно, по определению, обозначению, как идет исполнение работ, имеются ли проблемы с инертными материалами, исполнение графика завоза своевременно материалов для осуществления строительства. В целом, 2 объекта у нас исполнение идет относительно в графике. Единственное, сейчас в течение текущей недели и следующей застройщики должны обеспечить себя 100% объемом инертного материала для того, чтобы перейти на усиленный режим работы для усиления объемов выполнения работы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В городе Вилюйске остро стоит вопрос с чистой питьевой водой. На сегодняшний день населению ее обеспечивает всего 1 водозабор, который в сутки производит 80 кубометров воды. Этого, само собой, не хватает 10-тысячному городу. Поэтому жители вынуждены заказывать воду за 2-3 дня заранее.
Для решения проблемы руководство Вилюйского района в этом году подписало соглашение с водоканалом. В рамках него сейчас разрабатывается проект строительства водозаборных и водоочистных сооружений, которые обеспечат горожан чистой питьевой водой, соответствующей всем требованиям санитарных норм и правил. Ввод нового объекта район планирует уже в следующем году. На сегодняшний день водозабор работает постоянно. У нас, к сожалению, количества вырабатываемой воды не хватает для населения города Вилюйска. Поэтому вот сейчас стоит уже острый вопрос о строительстве нового водозабора, новых водоочистных сооружений мощностью 1200 кубических метров в сутки. Это из расчета по 120 литров на человека, в принципе, по городу Вилюйску должно хватить. Раздают кур, поросят и ягодные кустарники жителям Хангаласского района. Организовали доброе дело в рамках местного года развития семейной экономики. Что нужно сделать, чтобы пополнить домашнее хозяйство, расскажет Виолетта Засимова. Семья Уваровских из села Ой на прошлой неделе стали обладателями 3 поросят, выращенных в Хатасском свинокомплексе. Уваровские не первый год разводят свиней. Ранее они привозили их с свинокомплекса своими силами. Нынче район в рамках года развития семейной экономики организовал доставку крюшек за счет бюджета. Всего в количестве 91 особь. Двухмесячные, по-моему. Двухмесячные. Ну ничего, нормальное состояние, хорошее. Перевозки привезли хорошо. Хорошо кушает, питается, проблем не было. Помимо поросят, район организовывает доставку кур-несушек из Нерюнгринской птицефабрики. Первая 1000 кур прибыла на прошлой неделе и была распределена среди жителей заречных наслегов. Еще 1000 кур разобрали на этой неделе жители города Покровска. Населению заранее объявили о сборе заявок на приобретение. Мы увидели объявление в Инстаграм, что будет такая акция. И позвонили по этому номеру, и нас записали, вот ждали. В скором времени ожидается поступление кур для жителей наслегов Южного Куста и долины Эркени. Всего в этом году мы планируем привезти кур всего в количестве 4200 голов. Для любителей собирать ягоды у себя на участке район закупил саженцы и черенки плодово-ягодных культур – малина, черная и красная смородина, облепиха, крыжовник и ирга. Всего в количестве 1265 штук. Их также реализовали населению за полцены, в среднем 200 рублей за один кустарник. Наиболее востребованными оказались малина и черная смородина. Мероприятия в рамках года развития семейной экономики продолжаются. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Продажи туров на 4-й этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств откроются с 16 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Дагузова. Таким образом, туры с кэшбэком можно будет покупать на осень, начиная с 1 октября по середину декабря. Таким образом, можно выгодно спланировать свое путешествие на осень. Условия программы остаются прежними. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее 2 ночей. Сумма возврата 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. В Тампонском районе начали работу детские лагеря дневного пребывания. На базе 8 образовательных организаций открылось 8 летних площадок. В общей сложности летним трудом и отдыхом в первую смену охвачено 255 учащихся. Продолжит тему Мария Винокурова. Самый многочисленный лагерь «Планета детства» открыт на базе Хандекской средней школы. Дети находятся здесь с утра до 2:30 и обеспечиваются двухразовым питанием. Конечно, соблюдаются все меры антиковидной безопасности. Экскурсии, занимательные игры, творческие конкурсы, программа насыщенная. А сегодня ребята пришли в районную библиотеку. Здесь каждый найдет дело по душе. Одни играют в настольные игры, другие в интеллектуальные, а кто-то читает. Мне нравится, что мы каждый раз ходим в эту библиотеку. Мне нравится то, что последние полдня я трачу на свободу, на жизнь свою. А остальные полдня я отдыхаю. Мы танцуем, разбиваемся, мы кушаем хорошего.
Повара очень хорошо готовят, вожатые нам учат. Все танцевать, зарядку делать. На базе Тампонской многопрофильной гимназии третий год работает лагерь труда и отдыха «Исток». Каждое утро воспитанники лагеря убирают улицы поселка, а после их ждет отдых с познавательной программой. Трудовые бойцы также обеспечены плотным двухразовым питанием. Так, у нас в лагере ходит 20 воспитанников, из них 6 девочек, остальные мальчики. В основном у нас фронт работы — это у нас уборка улиц поселка Хандыга. А по выходным дням мы здесь, в своей территории гимназии, работаем. Гимназист Саша Кенфеев впервые в лагере, но очень рад, что с пользой проведет каникулы. Ведь этим летом он получит свою первую в жизни зарплату. Я хожу первый год в лагерь, чтобы убрать мусор с улиц и чтобы не раскидывать бумажки. Зарплата хорошая, кормят бесплатно. Первая смена в школьных лагерях продлится до 21 июня. Мария Винокурова, Богдан Дьянич, Хандыга, Тампонский район. Благословление с наступлением долгожданного лета, традиционный обряд встречи солнца, фольклорные, творческие конкурсы. Все это организуют в заочном формате. По рекомендации Роспотребнадзора, и в этом году местом проведения САХа почти во всех населенных пунктах республики станут соцсети, интернет, сайты и телеканал НВК «Саха». Сейчас работники культуры готовят праздничную программу. Специалисты Дома дружбы народов имени Кулаковского монтируют видеоконцерт. Отснятые музыкальные номера отправили фольклорные коллективы художественной самодеятельности из разных улусов. Управление культуры столицы тоже планирует провести ряд мероприятий, в том числе коллективные и семейные конкурсы, этнические и эстрадные концерты, видеопоздравления. Будут организованы виртуальные выставки и мастер-классы народных умельцев. Конкурсные программы, а всего их у нас 8, стартуют с 15 июня. Вы сможете ознакомиться с положениями конкурсов на инстаграм-странице и сайте Управления культуры и духовного развития. Будут проведены традиционные конкурсы «Запевала Сохая», национально-якутской одежды, фольклорные конкурсы, это исполнители Тоюк, Чабархах, народные песни. Совместно с Республиканским центром семьях мы проведем конкурс изделий из бересты и конского волоста. Результаты у нас будут тоже размещены на сайте Управления культуры и инстаграм-страницы. Программу уже сверстанную мы разместим на 15 числа на сайте Управления культуры и администрации города Якутска. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.